Во Дворце спорта уже этим вечером царит невероятная атмосфера. Здесь исключительно все пропитано и заряжено энергией спорта. НФЛ, Национальная бойцовская лига, анонсируя завтрашний турнир, обещает, мероприятие станет одним из ярчайших и грандиозных спортивных событий не только в России, но и в мире. Второй турнир, он намного, тысячи раз намного лучше, круче. И такого турнира у нас не то что на Северном Кавказе, думаю, и в мире не было, где будут проводить борцовские схватки, где гости, олимпийские чемпионы. Второй турнир лиги НФЛ 21 декабря соберет во Дворце спорта имени Берда Евлоева титулованных спортсменов. В этот раз он объединит борьбу и ММА. Участниками станут победители крупнейших турниров и Олимпийских игр. Зрители уже завтра увидят возвращение легендарного российского бойца Александра Емельяненко, который проведет поединок после перерыва в 1,5 года. Я функционально, физически, технически готов. Поэтому буду стараться закончить бой досрочно. А как это получится, мне неизвестно. Вы завтра увидите. Турнир НФЛ-2 возглавит поединок не знающего поражений Руслана Белхароева против опытного самбиста Магомеда Магомедова. Схватку на ковре также проведет двукратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, призер юношеских Олимпийских игр Мухаммад Евлоев. Его соперником станет бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Габриэль Рассило. Поддержать спортсменов приехали почетные гости: пятикратный олимпийский чемпион Михаил Лопес и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В схватке сойдутся олимпийский чемпион Заурбек Седаков и действующий чемпион России Анзор Закуев. Я всегда настраиваюсь на победу, и я всегда уважаю всех своих соперников, и всегда выхожу и борюсь до конца. Начало турнира запланировано в 18:00. Билеты уже вовсю распродаются в холле Дворца спорта. Приобрести их также можно на официальном сайте лиги. В канун турнира традиционная пресс-конференция с участниками, затем и церемония взвешивания и битва взглядов. Зрелищно и притягательно. Турнир только второй по счету, но уже самый ожидаемый. И заслуга здесь во многом благодаря организаторам. Мне пишут журналисты из США, в том числе из крупных изданий, из ESPN, из MMA Junkie. Им интересно, что здесь такое происходит. Почему так много стало Александра Емельяненко в моменте? Это вообще, в принципе, зарубежные журналисты пишут, спрашивают, вообще он вернулся, что происходит, почему он здесь. И я им объясняю, что Ингушетия теперь для Александра второй дом. То есть фактически он дома дерется. Поэтому очень много внимания. Задача еще и такая, это локальная задача, чтобы ингушские бойцы росли, становились более популярными, чтобы они играли главные роли на самом деле в лиге, а не приезжие звезды. Хотя понятно, что приезжие звезды — это всегда круто, классно и здорово, и мы все рады, что они здесь. Первый турнир лиги НФЛ состоялся в конце августа. Тогда ингушским файтерам противостояли приглашенные звезды ММА. География участников турнира тянулась из Киргизии, Ирана, Грузии, Белоруссии и заканчивалась в России. В главном карте было заявлено 5 встреч и 10 в прелимах, а самым ожидаемым был главный бой вечера Хамзата Далгиева и Али Хайбати. И, судя по всему, президент Национальной бойцовской лиги Гелани Калиматов не только решил повторить успех, но и во многом превзойти его. Завтра нас ожидают зрелищные бои. Как мы знаем, до 15 человек. Главный карт в районе 8 часов, 9 мы начнем. Транслировать по Матч Боец будем. Совместно у нас еще, как мы знаем, схватки, 2 борцовские схватки. Идея именно создалась на аллее спорта. Там есть летние площадки, мы сидели. Много лиг хотели провести турнир у нас. И вот мы сидели, матчмейкер, Амирхан, разговаривали, долго общались и пришли к тому, потому что они после объезда залов говорят, залы пустые. И у нас зародилась идея создать лигу ММА. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.